Здравствуйте, друзья. Мы сейчас продолжим наши лекции, но вот та часть лекций, которые я первоначально не хотел их читать, а именно вот сталинский социализм, поздний социализм, как разрушали Советский Союз, вот, и что собой представляет сейчас нынешняя страна. Вот, я как-то хотел вначале это дело обойти немного. Но потом меня все-таки уговорили, сказали, что это нужно будет обязательно дать информацию. И поэтому мы сегодня... Звука нет. Владимир Емельянович, здравствуйте. Так, вот все включил. Хорошо, хорошо. Организатор отключил демонстрацию экрана. Амин Мухаметов, включите демонстрацию экрана. Амина Мухаметовна, демонстрацию экрана. Я что-то не поняла, я вас сделала... Не надо, понимаете, включите мне демонстрацию экрана. Меня не нужно никем делать. Подождите, что-то я не так сделала. Угу. Вот каждый раз что-нибудь не то делаю. Да все у нас то. Мы сейчас вот, я вышла из процесса, тоже на всю страну. Все, вы организатор. Так. Итак, тема нашего занятия. СССР, государство развитого социализма и как его разрушали. То есть мы с вами... Дело в том, что когда мы рассматриваем сталинский социализм, это был совсем не тот социализм, который был после Сталина. И поэтому как раз после смерти Сталина в 1953 году жители СССР оказались в совсем другой стране, в которой ярко появились позитивные и негативные качества советской организации. Той, которую мы знаем в последнее время, которую мы видели. То есть сталинский социализм в сталинское время, оно было совершенно принципиально другим. И это приносило громадный эффект. Именно эта страна, мало похожа на прежний Советский Союз, рухнула под тяжестью накопившихся проблем в 1991 году. А Горбачев, действуя в стиле Хрущева, лишь ускорил этот процесс. Я вам уже говорил о том, что была колоссальная борьба за власть между различными группировками, одни из которых условно можно их назвать карьеристы, вторые патриоты. Так вот, как раз когда Хрущев взял власть, как раз она тогда перешла в руки карьеристов. Вот, лишь ускорил этот процесс. Тем не менее, инерция развития сталинского государства, вопреки всем тенденциям, еще долго сохраняла свои позитивные качества. В самом деле, стало общим правилом говорить сейчас о низкой экономической и деловой активности социалистического производства. При этом оценивают ее с применением капиталистической, денежной, коммерческой эффективности, а не полезности для общества. Здесь вот очень важно, я хочу обратить внимание. Можно рассматривать экономику с точки зрения коммерческой ее необходимости, то есть сколько она будет давать денег, либо с точки зрения социальной справедливости. Экономика, которая преследует коммерческую цель, вот, ее в свое время Аристотель назвал хрематистикой. Вот, а у нас почему-то считают, а экономика – это то, что приносит пользу. Так вот, получается,
что нынешнюю сейчас экономику пытаются оценивать с точки зрения коммерческой эффективности. А что такое коммерция? Это получение денег. Что такое деньги? Виртуальная условность. Виртуальная условность. Мы на эту тему будем еще говорить. Вот и получается, что главная парадигма развития нынешней экономики – это достижение виртуальных условностей. И, естественно, такой парадокс, он не может, в общем-то говоря, не отражаться на всей жизни. В социалистической экономике использовалось понятие социальной эффективности, направленной на лучшее жизнеобеспечение широких слоев населения, а не на получение дохода узким кругом лиц. В действительности мир о глобальной отсталости Советского Союза по сравнению с развитыми странами мира является чистым блефом. ВВП СССР к 90-му году был равен 2,47 триллиона долларов. А в США в это время был в 5 триллионов. То есть всего лишь мы в 2 раза уступали США, при том, что в США было население тогда в 1,5 раза больше, чем у нас. И на них работала вся Европа. Вот. ВВП составлял 12 с лишним процентов от всего мирового ВВП. Для сравнения, в США он был равен 26, в Японии 10, в Германии 7,3, в КНР 5%, а у нас было 12%. Сейчас меньше 3%. По производительности труда СССР входил в первую десятку, а по жизненному уровню населения находился среди 20 ведущих стран мира. Имея 6% населения, в стране производилось от 13 до 16% всего мирового продовольствия. 6%. По оценке ООН, в области сельского хозяйства и производственного обеспечения СССР к середине 80-х годов входил в первые 10 стран мира с наилучшим типом питания. В 90-м году, имея всего, строго соблюдаемые стандарты ГОСТы, успешно контролировали продукцию, поэтому по качеству питания население СССР уверенно занимало 7-е место в мире, опустившись уже до 77-го в настоящее время. И такое наблюдалось вплоть до середины 80-х годов, когда рукотворным образом был организован всеобщий продовольственный и вещевой дефицит. Рукотворным образом. Я еще об этом буду говорить. Кроме того, фактически бесплатными были содержание жилья, здравоохранение, образование, отдых населения, спортивные и культурные учреждения. В сфере науки, образования, культуры, искусства, спорта СССР занимал ведущие позиции. В самом деле, как заявлял американский президент Джон Кеннеди, советское образование лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. И то, когда мы запустили первый спутник Земли, как раз американцы поняли правильно. Это не просто прорыв советской науки, а это прежде всего прорыв образования советского. И те же тенденции наблюдались, кстати, у всех стран социалистического содружества. Налоги были минимальными, при том, что до 40% доходов населения обеспечивалось общественными фондами. Так, рабочие и служащие потребляли товаров и услуг на 278 рублей в месяц, при средней зарплате 196 рублей. То есть порядка 80 рублей им доплачивало государство в виде социальных услуг. Содержание жилья, здравоохранение, образование были бесплатными. Росли продолжительность жизни и численность населения. И они соответствовали тем, которые были в развитых странах. Однако после контрреволюции 1991 года она буквально в течение нескольких лет уменьшилась в среднем до 5%, на 5 лет у мужчин и на 2 года у женщин, что соответствует гибели более 7
миллиона человек. Но к настоящему времени, если вот эти вот оценки осуществить, то мы потеряли приблизительно столько населения, потенциально не родившегося, погибшего и так далее, которые оценивают разные авторы до 15-20 миллионов человек. Это людские потери. Неплохо работали социальные, медицинские, профилактические, спортивные, молодежные, демографические и образовательные учреждения. Каждый, вне зависимости от его национальности, имел равные права, чувствовал себя социально защищенным. Успешно претворялась в жизнь программы строительства жилья, дорог, медицинских, культурных учреждений, подъема различных отраслей от хозяйства. В самых отдаленных поселках лучшими зданиями были школы и больницы, а не коттеджи неизвестно как разбогатевших новоришев. В результате по социальной защите населения до настоящего времени СССР не имеет себе равных по социальному. То есть государство было по-настоящему социальным. Всем предоставлялись оплачиваемые отпуска. Каждый мог за символическую плату пользоваться детскими учреждениями, курортами, санаториями и домами отдыха. Была создана колоссальная сеть. Ничего подобного в мире не было нигде. И тем более нет нигде сейчас. Трудовой кодекс защищал интересы трудящихся, а не только предпринимателей и государства. Я вспоминаю, как у нас на кафедре был один бездельник, который абсолютно, в общем, был бездельник. И попытка уволить его за прогулы и так далее была сопряжена с такими трудностями, что его увольняли 1,5 года, прежде чем удалось уволить. Вот таков был кодекс трудовой Советского Союза. Безработица как таковая отсутствовала. Во всех населенных пунктах висели объявления с требованием рабочей силы. Профсоюзы препятствовали нарушению прав трудящихся. Преступность была одной из самых низких в мире. Я вспоминаю, мы могли гулять совершенно спокойно всю ночь и никого не бояться. Ходили на свидания к девушкам, вот, возвращались в любое время. Мы не боялись прохожих в это время, которые шли там где-то вокруг, потому что преступность, бытовая преступность практически отсутствовала. Финансовая система работала с надежностью качелей. Например, деньги переводились, например, от одного потребителя к другому не более чем за один день. Сейчас это может продлиться на 2, на 3, на неделю. Народы всех стран мира и деловые круги об этом могут только мечтать. Но сейчас эти достижения оказались утраченными. Уровень жизни в компактных местах проживания населения был примерно одинаковым. Все возрастные группы, живущие на территории СССР, пользовались неизменной поддержкой государства. Всячески стимулировалась рождаемость. Отсутствовала детская преступность. Информационная политика делала невозможной пропаганду национализма, жестокости, нравственного и физического убожества. Препятствовала распространению наркотиков, всевозможных массовых заболеваний, информационных, хозяйственных и психологических агрессий против общества. С этой точки зрения мы были защищены настолько, что когда против нас начали совершаться диверсии, мы к ним оказались абсолютно не готовы. И любую ложь воспринимали за правду, потому что привыкли, что СМИ, они не обо всем говорили, но если о чем-то говорили, то это была истинная правда. То есть вранья, по сути дела, не было. Но было, естественно, но не так много. Национальная, демографическая и культурная политика, проводимая в СССР, обеспечила равноправные доброжелательные отношения между людьми. Была проделана невиданная в мире работа по созданию алфавита более 50 малых народов. Перевод на национальные языки гениальных произведений писателей СССР и мира. Нигде в мире подобная работа осуществлена не была. Все нации и народности пользовались одинаковыми правами, сохраняли этнокультурный и этнический, и эстетический ареал проживания.
имели возможность говорить на родном языке, обучать детей в национальных школах, развивать свою литературу, театры, сберегать культурные и нравственные навыки. Все это существовало. И технической отсталости в целом тоже не было. Прекрасно работала громадная сеть передовых научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, отраслевых и учебных лабораторий, экспериментальных центров. Кстати, вот все настоящие как раз разработки, которые вот вооружения и так далее, наши передовые, они были созданы в советское время. Вследствие этого по научным разработкам СССР уверенно выходил на первое место в мире, а по фундаментальным работам в области математики, космоса, физики и некоторых других не имел себе равных. После вот нашей контрреволюции, вот, по сути дела, уехавшие у нас ученые подняли вот эти вот науки, математику, космос, физику на значительно более высоком уровне, не только в Штатах, но и в Израиле, в других государствах. И как признаются сами израильтяне, понимаете, именно вот научная интеллигенция, которая приехала из Советского Союза, позволила ей достичь современных невиданных технических успехов. Был создан громадный научный задел, который позволял в ближайшее время осуществлять кардинальный технологический прорыв во многих отраслях знаний и народного хозяйства. При этом было, кстати, вот был такой уже к 90-м годам уже подходили, по сути дела, к завершающей стадии очень много колоссальных научных достижений, которые могли бы за короткое время принести большую пользу. Поскольку доминирующим являлась не частная, а государственная собственность на средства производства, при повышении продуктивных качеств труда в выигрыше оказывалось все население, а не только отдельные люди. Мы все твердо верили, что если мы что-то делаем для государства, то в результате от этого будем выигрывать все. Отсюда имущественное расслоение населения было минимальным. Разница между коэффициентом Дени, это отношение доходов самых богатых к 10%, к доходам 10% самых бедных, было 4,5. В настоящее время оно, по разным оценкам, от 25 до 30, а в Москве достигает 38%. При этом демократия проявляла себя не как участие в выборах, а как эффективный инструмент обеспечения интересов граждан. Массового воровства денег не было, поскольку работающая финансовая система просто не допускала этого. При возникновении форс-мажорных обстоятельств административное управление демонстрировало свои несомненные достоинства. За короткий срок удалось осуществить гигантские стройки коммунизма, до сих пор вызывающие восхищение. Создать целые научные школы, отрасли хозяйства, образования, промышленности, культуры, отсутствующие раньше. Обеспечить их квалифицированной рабочей силой, финансовыми, природными ресурсами. Понятно, что чисто рыночный механизм на это был бы не способен. Причем все это достигалось не эскалацией жестокости и бескомпромиссной конкуренции, а за счет преимуществ кооперации и прекрасного административного управления. Но это было еще тогда, когда административный аппарат работал преимущественно на родину, а не на себя. В конце уже жизни это исчезло. Рассмотрим при этом недостатки СССР. Они проистекали прежде всего из особенностей, лежащего в его основе административного управления. Те самые качества, которые вот мы на предыдущих лекциях рассматривали, преимущества и недостатки административного управления. Вот то, что я перечислил выше, это было как раз именно преимущество административного управления. Вот, теперь посмотрим недостатки чисто административного управления. От формирования
правящей элиты, ее стимулирование и оплата была крайне неудовлетворительной и не стимулировала как раз то, чтобы она работала на людей, а не на себя лично. Поскольку высшие эшелоны власти были не ограничены ни работающими законами, ни традициями, ни рыночными регуляторами, ни контролем снизу, недостатки административного управления проявлялись самым разнузданным образом. Поэтому власть надо было постоянно корректировать, контролировать, наказывать. Иначе она перерождалась в убогое существо, не способное самостоятельно ограждаться, очищаться от своих физиологических испражнений, отживших форм и персоналей. Сталин прекрасно понимал эти недостатки, поэтому не давал, в общем-то говоря, администрациям засидеться на месте, обрастать связями, заставлял их работать. И в то время, я вот вспоминаю, когда я уже в это время работал, если скажешь начальнику, скажу, все начинали тут же шевелиться. Но уже с 1957 года уже эта фраза перестала действовать. То есть начальство уже, по сути дела, бояться его перестали, потому что оно перестало работать. Из-за всего этого уже в конце своего существования в СССР произошел кардинальный отрыв власти от народа. Это воспринималось как дикая несправедливость. Она утратила уважение, способность в форс-мажорных обстоятельствах самостоятельно перестраиваться, принимать решения, быть адаптивной, проявлять инициативу. Такая власть может управляться только страхом. Поэтому Сталин держал администрацию в узде, заставлял ее исполнять свои обязанности, соблюдать приличия. Для этого им было жестко регламентировано функции всех структур управления. Номенклатурные работники периодически перемещались на новые места, что не давало им возможности обрастать связями и привилегиями. А в особых случаях и жестоко наказывались. Именно это и позволило стране успешно развиваться, всецело реализовывать преимущества разумного административного управления. В этой связи, когда после 20-го съезда партии Хрущев вывел высшую номенклатуру страны из-под контроля КГБ по ее просьбе, Советский Союз был обречен. Вот это, друзья, очень важный момент, потому что как только власть перестала контролироваться, страна, управляемая администрацией, жить не могла. Она была обречена, что и случилось с нами. Это привело к множеству управленческих перекосов. Так в стране сложилась нерациональная структура материальных запасов, вследствие которых до 90% из них составляли производственные фонды. Примерно 3% фигурировали в виде готовой продукции, 7% снабженческо-бытовых организаций. То есть таким образом создавался дефицит искусственный. Все это усугублялось еще и тем, что всемирное использование повременной формы оплаты труда приводило к тому, что работающие оказывались слабо заинтересованными в конечных результатах своей деятельности, в сокращении издержек и повышении производительности труда. Вот по инициативе Ленина, когда в 1921 году начали внедрять капиталистическую повременную форму оплаты труда, есть такой труд, кто был знаком, знаете, то как раз уже в это время была заложена вот эта вот мина незаинтересованности трудящихся работать как следует, потому что повременная форма труда это в принципе не предусматривает. Мы об этом еще будем говорить. Следствием этого явилась бесхозяйственность, разрушающая всякую логику развития, подрывающая основные преимущества социальной экономики. Так, если хорошо работающий получал, как пример, зарплату 250 рублей, а плохо работающий 200 рублей, из такого парадокса вполне логично следовало: стану я вам за 50 рублей вкалывать. Вот такова была как раз, сформировалась как раз культура оплаты труда.
При этом, как ни странно, например, инженерно-технические работники получали меньше в среднем, чем рабочие, что было, конечно, форменным парадоксом. Поэтому очень часто люди, которые заканчивали вечернее образование, получали, оставались работать работающими, они переходили на инженерные должности, что было, конечно, в общем, очень чревато многими последствиями. При этом происходила колоссальная переоценка ценностей. Неудивительно поэтому, что в стране воцарила атмосфера всеобщего недовольства существующим строем, сомнений в способности власти решать животрепещущие проблемы. Я вспоминаю последнее время, годы уже советской власти, на самом деле атмосфера была жуткая, потому что всюду было ощущение полной несправедливости и отсутствия того, что называется порядок. И все это на фоне развернутой, оголтелой пропаганды преимуществ капиталистического строя, тайной и явной, и догматичной советского. Поэтому народ начал утрачивать свои нравственные ориентиры, растрачивать биологический и духовный генофонд, стремительно спиваться. Пьянство было почти всеобщим. Начал терять религиозные, моральные и нравственные устои, бытовые и профессиональные навыки, культуру, творческие способности и даже инстинкт самосохранения. На этом фоне расцвела русофобская политика власти, понимая, что если русский народ поднимется, тогда его никто не остановит, происходило всяческое притеснение его. И это началось с самого начала советской власти. Я здесь приведу цитату Владимира Ильича из книги «Социализм и война». «Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России. Великороссы составляли только 43% населения, то есть менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. Из 170 миллионов населения России около 100 миллионов угнетены и бесправные». То есть он не эксплуататорский класс винил, а почему-то винил русский народ. И поэтому вот была такая в 21 году решение, значит, 10-го съезда РКП. Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудящимся массам не великорусских народов, ушедшего вперед, да, великорусским народам, значит, догонять ушедшую вперед центральную Россию. В соответствии с логикой, направленной на преимущественное развитие территории, периферии, все республики во многом жили за счет РСФСР и Белоруссии. Именно в них строились, вот на периферии строились новейшие предприятия, дороги, инфраструктура, было лучшим продовольственное обеспечение граждан. Я просто привожу примеры. Например, так как я занимался ультразвуком, центром ультразвукового развития был Ленинград, тем не менее производство ультразвуковой аппаратуры было перенесено почему-то в Молдавию, хотя там не было ничего. И поэтому, когда началась вот наша перестройка, фактически страна решилась вот этого важнейшего инструмента контроля над производством. Точно так же в Прибалтику были перемещены основные предприятия радиоэлектронной промышленности. Армения занималась производством комплектующих. Вот для чего это делалось? В общем-то говоря, логики в этом нет большой. Тем не менее, это происходило именно так. Вот. И посмотрим, значит, так только в 90-м году, не говоря уже о предыдущих, РСФСР оказал безвозмездную материальную помощь жителям других республик размером $5,8 тысяч, а каждый житель Беларуси $3,6 тысяч.
Каждый житель РСФСР, вне зависимости от того, был он русский, русский, татарин, понимаете, либо якут, не играло никакой роли. Каждый житель в 90-м году давал другим жителям страны вот приблизительно такую оказывал безвозмездную помощь. В результате Грузия потребляла в 4 раза больше того, что зарабатывала. В 4 раза. Таджикистан в 2,84 раза. Эстония в 2,27 раза. Литва в 1,8, а Латвия в 1,63. Украина приблизительно 20% больше потребляла, чем создавала. Хороша была оккупация. Это создавало иллюзию, будто не эти республики жили за счет РСФСР, а РСФСР жил за счет республик. Порождала уверенность в их превосходстве и способствовала проявлению сепаратистских настроений. Я вспоминаю, как в 90-м году я после отдыха в Грузии, которая жила, конечно, шикарно, были богатые дома, причем работающих грузин при этом я почти не видел. Вот, я поехал в командировку в Верхнюю Салду, у меня там был заказ, Сибирь. И я сравнил, вообще говоря, вот населенные пункты Кавказа как раз с кондовой Россией. Причем в основном дома были старые, то, что сохранилось еще с дореволюционных времен. Дороги были безобразны. Результат. Другие жители презирали жителей РСФСР. И поэтому обратите внимание, что чем больше Россия помогала другим республикам, тем русофобнее они становились. И вот эти самые страны, которые я перечисляю, которые больше всего получали с РСФСР, то есть Грузия, Таджикистан, Эстония, Литва, Латвия, вот у них больше всего. И было ощущение, что не они живут за счет РСФСР, а РСФСР живет за счет них. Чем все это обернулось, для нас совершенно понятно. Аналогичным образом СССР помогал другим странам. Только с 1954 по 1989 годы он оказал безвозмездную помощь своим союзникам в размере 144 с лишним миллиарда долларов. А это были далеко не современные миллиарды. Это где-то под триллион. Безвозмездная помощь другим республикам. Им было восстановлено Варшава. Построено в этих странах 3575 крупных промышленных и социальных объектов. И понятно, что все это существенно понижало жизненный уровень собственного населения СССР. Так вот, кроме того, значит, социальная политика, как я уже повторяю, была направлена на то, чтобы жил лучше народ. Но сейчас этот социальный источник погас, что привело к глобальному наступлению на социальные права граждан даже в самых развитых странах. Потому что после того, как в начале Советский Союз начал осуществлять взвешенную социальную политику, в других странах ничего подобного не наблюдалось. Трудящиеся стали протестовать, и для того, чтобы сохранить свои, значит, ведущие позиции, эксплуататоры стали все-таки частично делиться с трудящимися. Вот произошло такое. И я вспоминаю, вот опять-таки 90-е годы, много было встреч с разными людьми. Один товарищ говорил, насколько я помню, он был из Англии, да, из Англии. Он говорил так, что как вы могли отказаться от таких социальных достижений? Но коль скоро этот светоч погас, то уже можно было начинать, собственно говоря, и социальная политика сейчас во всех странах стала тоже деградировать, а не только в нашей. Как заявил Генри Киссинджер, советник по национальной безопасности, государственный секретарь США, лауреат Нобелевской премии 1973 года об СССР, у нас был только секс, а у них была любовь. У нас были только деньги,
а у них была искренняя человеческая благодарность. И так во всем. Меня сложно назвать поклонником социализма. Я западный человек с западным мышлением, но я считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек. Можно сказать, homo советикус. Этот человек был на ступень выше нас. И мне жаль, что мы разрушили этот оазис развития. Сейчас мы понимаем, что это главное преступление, которое мы совершили. Вот так оценивают уже трезвые политики, в том числе с Запада, уважаемые люди, то, что собой представлял Советский Союз. Теперь рассмотрим, а как разрушали все-таки СССР. Если нет надежной теории, адекватной текущей ситуации, тогда вместо борьбы идеологий возникает борьба личностей со всеми их слабостями, заблуждениями, собственными амбициями и стремлениями. И подчинение тем, которые знают, чего хотят. Это способно загубить всякое дело, любые кардинальные преобразования, что и произошло в Советском Союзе. Как случилось, что могучая держава, активно работающая и развивающаяся, в одночасье развалилась на ряд самостоятельных, нередко враждующих между собой государств, отчего экономика ее без всяких на то веских оснований, войн или эпидемий, впала в жалкое состояние. Ведь распад всякого государства сам по себе не происходит. Это результат борьбы непримиримых сил, в которых нередко побеждают предательские реакционные кланы, имеющие мощную поддержку из-за рубежа. Вот так и произошло с Советским Союзом. Рассмотрим подробности вот этого процесса, как происходило разрушение СССР. Согласно программе, представленной Алленом Даллесом, руководителем резидентуры Управления стратегических служб США в Швейцарии в 1945 году, после победы над фашистской Германией, благодарная Америка вот так отреагировала на победу. Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как мы найдем своих единомышленников, своих помощников в самой России? Нашли. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему замыслу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Это программа. Литература, театр, кино. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, окружающую действительность. Видите? В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем легко и незаметно культивировать. Мы будем бороться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Вот такова была программа, объявленная в 1945 году. Понятно, что когда, значит, за растление молодежи обычно положено сажать в тюрьму, а здесь Даллеса, который провозгласил это, посадили, значит, управлять департаментом внешних сил. Не случайно поэтому, что все изложенное до деталей совпадает с последующим ходом развала СССР вплоть до сегодняшнего дня. Не случайно. Это была программа, которая действует по настоящее время. И разработана эта была программа
профессионалами высочайшего уровня. Более того, правящая советская элита этому не только не препятствовала, но скорее потворствовала. Так, организованная ею информационная зашоренность и догматизм замораживали развитие нации, лишали ее иммунитета против ведущейся против нее идеологической войны. Подавление личности, инициативы и творчества в позднем СССР препятствовало нормальной жизнедеятельности страны, техническому и гуманитарному прогрессу. Власть не давала людям использовать свой интеллект, творить, с такими вызовами бороться, не допускала в свои ряды новых людей, носителей свежих идей, мыслей и взглядов. То есть пробраться наверх в позднем СССР нормальному человеку просто так, по деловым качествам, уже было невозможно. Поэтому произошла колоссальная деградация правящей элиты Советского Союза. С другой стороны, никакую систему нельзя разрушить извне, включая СССР, КПСС, КГБ, соцлагерь, вооруженные силы или всю страну. Но только изнутри, уничтожая саму основу государственности. В самом деле, здесь цитату я сейчас приведу. Мы принимали, что Советский Союз ни экономическим давлением, ни гонкой вооружений, ни тем более силой не возьмешь. Его можно разрушить только взрывом изнутри. Директор ЦРУ Роберт Гейтс. И вот здесь вот очень интересная цитата Маргарет Тэтчер, премьер-министра Великобритании, когда она читала доклад о развале СССР, случившемся. Благодаря плановой экономике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов Советскому Союзу удалось достичь высоких экономических показателей, признают. Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в 2 раза выше, чем в наших странах. Это то, что сейчас говорят отсталая экономика Советского Союза. Если при этом учесть огромные природные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых рынков. Вот что это такое было. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних трудностей. До настоящего времени политика не меняется. Политика такая продолжается. В самом деле, объективных причин для кардинальной ломки советского общественного строя не было. Несмотря на деградацию высшего правящего руководства, СССР обеспечила себя и другие государства основными видами продукции. Предприятия не только промышленной, но и пищевой отрасли работали на полную мощность. Были обеспечены сельскохозяйственными и другими видами сырья, необходимыми материальными и трудовыми ресурсами. Так, в 1987 году производство пищевой промышленности в СССР по сравнению с 80-м годом выросло на 30%. В мясной отрасли оно повысилось на 35%, в маслосыродеятельной на 31%, в рыбной на 32%, а в мукомольно-крупяной на 23%. За тот же период численность населения увеличилась на 6,7%. То есть численность росла примерно на 1% в год, а среднемесячная зарплата по всему народному хозяйству повысилась на 19%. Поэтому еще раз говорю, вот эти вот все легенды об отсталости советской экономики – это чистое вранье. Таким образом, производство продуктов питания и уровень жизни
шли опережающими темпами по сравнению с численностью населения и его заработками. То есть развитие пищевой отрасли не могло спровоцировать возникновение всеобщего дефицита продовольственных товаров. Конечно, у страны были свои трудности, но где их нет? Вместе с тем, эрозия правящего руководства СССР к этому времени достигла неимоверных размеров. Вследствие этого она решила, что ей лучше быть капиталистами при капитализме, чем коммунистами при коммунизме. А нет ничего разрушительнее, чем когда обладающие беспредельной властью высшие должности в стране начинают занимать предатели и идеологические перерожденцы. В самом деле, президент Советского Союза Михаил Горбачев и его окружение решили, что советская система, вернее, начали пропагандировать, не способна к реформированию, ее следует уничтожить как таковую. Как признал сам Горбачев во время своего выступления в Американском университете Турции в 2000 году, вот вслушайтесь только в эту цель самого Горбачева. Целью моей жизни стало уничтожение коммунизма. Для чего я нашел сподвижников, в их числе Яковлев, Шеварднадзе. Для достижения этого использовался мой статус в партии и в государстве. Был вынужден заменить все руководство КПСС и всех социалистических стран Европы. Вот представляете, насколько мощно, понимаете, предательская политика проводилась руководителем КПСС Горбачевым. Еще ему вот вторит как раз Яковлев, который был главным идеологом перестройки и членом Политбюро ЦК КПСС. Обращаю внимание, его цитата. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересы совершенствования социализма. Кто помнит это время, все это ощущали. На первых порах перестройки нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить. Другого пути не было. Мы должны были, и в этом специфика перестройки тоталитарного строя, сломать тоталитарную коммунистическую партию. Это опять-таки член Политбюро ЦК КПСС. Прямо объявлял, что он собирался сломать партию. В соответствии с этими замыслами была произведена замена в органах исполнительной власти СССР более 2/3 партийных работников, включая секретарей Центрального комитета, региональных, городских и районных органов. Это рукотворное дело. Отстранены от должности многие директора заводов, председатели колхозов и совхозов, руководители научных и исследовательских учреждений. В рамках этого началось активное разрушение структур, призванных защищать территорию и государственное устройство Советского Союза от внешних и внутренних врагов. Для этого и уже во времена Андропова был организован развал КГБ, вследствие чего из органов было уволено свыше 150 тысяч сотрудников, самых профессиональных и честных. А сам министр МВД Щелоков, который сделал нашу милицию прекрасно работающую, покончил жизнь самоубийством. В 1991 году Горбачев без согласования с коллегией КГБ СССР, то есть незаконно, назначил Бакатина председателем Комитета госбезопасности. Он был призван охладить пыл чекистов, которые видят в Западе врагов СССР. Бакатин даже не скрывал поставленной перед ним задачи. Его цитаты из его книги. Организация, которую мне предстояло возглавить, чтобы разрушить, я вынужден был не просто начать забой скота
его истребления. Вот такой человек был поставлен во главе в КГБ. В результате в руководстве КГБ, в высших эшелонах партии, государств и союзных республик в немалом числе оказались карьеристы, национал-сепаратисты и политические оборотни. Честные политики и хозяйственники были заменены партийными и комсомольскими функционерами, в немалом числе низкоквалифицированными, аморальными и алчными, у которых был хорошо развит только один рефлекс – хватать все, что плохо лежит. А общенациональная собственность, создаваемая многими поколениями советских людей, в это время была приведена в состояние полной незащищенности. Но явно было, что только желаний было мало, поэтому была развернута широкая кампания по дискредитации Советского Союза. Всего его государственного устройства. Так, для идеологической подпитки уничтожения СССР была организована настоящая информационная война против собственного народа. Ни о какой свободе мнений говорить не приходилось. Инакомыслие жестоко подавлялось. В один день, как по команде, 5-6 ведущих изданий в купе с телевидением при мощной поддержке зарубежных радиоголосов вал за валом обрушивали на страну дестабилизирующие пропагандистские материалы. Неудивительно поэтому, что в стране воцарилась атмосфера всеобщего недовольства существующим строем, сомнений в способности власти решить животрепещущие проблемы. И все это на фоне оголтелой пропаганды преимуществ капиталистического строя, тайной и явной, и догматичной советского. Поэтому народ начал утрачивать свои нравственные ориентиры, растрачивать биологический и духовный генофон, стремительно спиваться. Не случайно, что именно в это время произошла широко разрекламированная демократизация власти. Представляете, на фоне всего как раз исполненного провозглашается демократизация. Впервые после 1917 года были проведены альтернативные выборы народных депутатов СССР и организован первый их съезд. На нем политически наивные депутаты произносили пламенные речи, организовывали комиссии, фракции, писали проекты и протоколы. Появились новые демократические лидеры – Федоров, Афанасьев, Собчак, Попов, Сахаров и другие, яркие и талантливые. С их подачи была ликвидирована монополия КПСС. Лозунги вспоминаю того времени: «Партия, дай порулить». То есть в партии произошло именно то, что и в 1917 году с царской властью, когда интеллигенция не понимала, что именно самодержавие образует скрепы всего российского государства. Вот здесь вот я хочу добавить очень важный момент. Как раз в 1917 году не понимали, что, борясь против самодержания, они борются против России. Точно так же, как и в 1991 году не понимали, что, борясь с КПСС, они как раз уничтожают СССР. Вот это вот очень важно. И главное, что та интеллигенция, которая больше всего боролась за новый строй, больше всего от него пострадала и после 1917 года, и после 1991 года. При этом на улицы выводили сотни тысяч наивных граждан, уверенных в том, что все эти преобразования осуществляются ради их пользы. Представляете, какая наивность у всех у нас была. А под этой словесной завесой правящая бюрократическая элита, деловые люди занимались своим делом, то есть создавали условия для сказочного обогащения за счет населения и всей страны под воздействием вот этого вот пропагандистского тумана. Кроме того, в это время ведущие вузы страны, это очень важно,
были назначены ректоры, сторонники монетаризма. С их участием на базе американских учебников экономикс осуществлялось обучение и формировалось мировоззрение подавляющей части российских экономистов. Это привело к утрате научно-исследовательского фундамента учебного процесса в связи с реальным сектором и связи с реальным сектором экономики. Я вспоминаю, что когда в 2007 году выходила моя большая монография, 740 страниц, которая называлась «Экономика 21 века» или «Третий путь развития», я рецензию получал у известного профессора Попова, он в финансово-экономическом институте, то есть в высшей школе экономики Советского Союза, преподавал экономическую теорию. Он рассказывал, как вот это все происходило. Значит, появились американские советники, вот, которые убрали все программы советского времени и привезли свои собственные программы. При этом, если преподаватель читал курсы, соответствующие вот американскому истеблишменту, он получал доплату, которая превосходила его заработную плату. А если не читал его, просто увольняли. Вот так происходила подготовка как раз экономистов в то время. В результате нынешние экономисты в своем большинстве даже не представляют, что могут иметь место другие нелиберальные формы организации современного хозяйства. То есть их мозги промыли столь основательно, что они искренне стали мыслить в направлении, выгодном западному истеблишменту. Вот так произошло у нас сейчас. Поэтому, когда мне приходится сейчас беседовать с экономистами, я каждый раз чувствую, и здесь экономикс поработал, и здесь, и здесь, и здесь. Потому что в самом деле люди учили соответствовать последующим программам. Они сдавали экзамены. Поэтому знание – это очень небезобидная часть, чтобы можно было вот так вот пренебрегать. И как раз это привело к тому, что в нынешнее время, вот сейчас, когда нужно было бы большое усилие экономической науки для преобразования, экономисты оказались, по сути дела, бесплодными. Она не понимает. Да, кто-то там мешает мне сильно. Выключите, пожалуйста, звук. В это же время началась активная фаза наступления на СССР. Как писала 15 августа 1989 года газета Christian Science Monitor, опять-таки, друзья, выключите звук. Амина Мухаметовна, выключите звук, пожалуйста, кому-то там. Вот что писала газета. Великое долларовое наступление на Советский Союз успешно развивается. Это в 1989 году уже было. 30 тысяч ядерных боеголовок и оснащенная, по последнему слову техники, самая большая армия в мире оказалась не в состоянии прикрыть территорию своей страны от всепроникающего доллара, который уже наполовину уничтожил русскую промышленность, добил коммунистическую идеологию и разъедает советское общество. Они понимали, что они творят. Наивных здесь не было. Но и всего этого было недостаточно. Чтобы уничтожить страну, требовалось еще соответствующее состояние ее руководства, поскольку от внутреннего предательства никакими вооруженными силами защититься невозможно. Для практической реализации устраивающего ее строя новая элита выбрала программу, которая, по общему мнению, была самой рискованной и слабой, а именно шоковую терапию. Слышали все, вот, кто жил в это время, эту фразу. Она основана на идеях монетаризма, современного варианта либеральной рыночной теории, разработанной лауреатом Нобелевской премии Фридманом и его последователями. При внедрении этой программы серьезные научные силы России не были задействованы вовсе. Реформаторы отказались от позитивных достижений советского опыта реорганизации страны, а все прошлое подвергли остракизму. Причем сама программа столь кардинальной ломки
всех производственных и общественных отношений так и не была обнародована. То есть программа шла, вроде бы она существовала, но она не была обнародована. Более того, неизвестно, была ли она вообще. И все это на фоне жуткой экономической безграмотности самих реформаторов. Так говоря, о причинах неудачи перестройки в России Джордж Сорос в 1991 году писал: один фактор – полное отсутствие элементарных экономических знаний, болезнь, которой страдает вся страна, вплоть до самых высоких и верхних эшелонов власти. Контраст с Китаем поразителен. То есть наше руководство в начале 90-х годов было полностью безграмотным, и это отлично понимали. Для сравнения, бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чжоу Цзиян, возглавивший реформу в Китае, был прекрасным экономистом, и в его распоряжении был целый полк блестящих молодых умов, мотивированных стремлением модернизировать государственное устройство. За немногим исключением в России в перестроечное время ничего подобного не было. Ни честных, ни грамотных, ни порядочных среди реформаторов почти не оказалось. А те, которые имелись, были отстранены от должностей и подвергнуты остракизму. В самом деле, здесь вот я хочу провести цитату. Российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме. Оно сочло, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачав в их кармане как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия, это злостная, предусмотренная, хорошо продуманная акция, имеющая своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей. Это Джордж Сакс, американский экономист, один из разработчиков шоковой терапии в Боливии, Польше и России, советник Гайдара. Вот для сравнения, как такая перестройка происходила в Китае. Вот за время начала перестройки до настоящего времени в Китае 6 раз, когда видели, что страна идет не туда, останавливались, собирались все научные силы, происходила всеобщая дискуссия, анализировалась причина задержки, привлекались на самом деле лучшие умы, намечалась новая программа. И так вот корректировка происходила 6 раз. В России такая корректировка не была ни разу. То есть нынешнее состояние страны высшее руководство вполне устраивало и устраивает до настоящего времени. Теоретической базой осуществляемых таким образом преобразований были выбраны принципы, разработанные МВФ, Всемирным банком и сформулированным Джоном Уилкинсом в 1989 году как свод правил экономической политики для стран Латинской Америки и других государств, в которых наблюдались финансовые, экономические и политические трудности. Они получили наименование «Вашингтонский консенсус» и до сих пор используются для колонизации слаборазвитых стран, разрушения их экономик и превращения в сырьевые придатки международных корпораций. Именно программа шоковой терапии с одобрения президента Ельцина и была внедрена без всякого обсуждения широкой общественностью в России. Ее привезла группа американских экспертов во главе с профессором Джоном Саксом в Москву, после чего она явилась альфой и омегой начавшихся преобразований. И таким образом Россия добровольно обменяла свой суверенитет на фальшивую встроенность в альянс европейской цивилизации. При этом, обратите внимание, под обещанные 37 миллиардов кредита долларов американцы настояли, чтобы рыночные реформы были поручены Гайдару. Еще раз повторяю, под обещание 37 миллиардов долларов кредита американцы настояли, чтобы рыночные реформы были поручены Гайдару.
занимавшего до этого пост всего лишь редактора журнала КПСС. Я вспоминаю, что в конце 90-х годов посещал Леонтьевский центр, как раз который являлся альма-матером и Гайдара, и Чубайса, и многих, и Коха, многих вот наших известных реформаторов, и посмотрел на эту публику. И мне рассказывали, как в 89 году как раз всех вот до того, даже в 88-м, всех вот этих вот товарищей на 2 с лишним недели отвозили на специальные курсы в Испании, где им читали, что им нужно делать со страной, и их готовили к этому. До этого, кстати, Гайдар работал редактором журнала ЦК КПСС «Коммунист» и ничем существенным себя не проявлял. И как раз вот рассказывали, что вел он себя в этом Леонтьевском центре крайне странно. То есть в основном там его выручала его жена, и когда он выступал с какими-нибудь завиральными своими идеями, его начинали критиковать, значит, он просто начинал плакать, его успокаивали. И вот такому человеку было поручено в самое сложное время руководить преобразованию в стране. Считать, что это случайно, не приходится. И это при наличии блестящих организаторов и экономистов, бывших еще в это время в СССР. Одновременно во все ключевые министерства были внедрены сотни американских советников, которые уже проявили себя как экономические убийцы в других странах. То есть в каждом министерстве были американские советники, сидели они в собственных кабинетах, и без их одобрения никакое министерство ничего делать не имело права. В соответствии с замыслом шоковой терапии требовалось осуществить дерегулирование государственной экономики, поддержку фискальной дисциплины, то есть минимального дефицита бюджета за счет населения, снижение предельных ставок налогов. Предстояло либерализировать финансовые рынки, внешнюю торговлю, ввести свободный обменный курс национальной валюты, снизить импортные пошлины и убрать ограничения для прямых иностранных инвестиций, для приобретения и эксплуатации предприятий, вывоза капитала. То есть все это лежало в основе программы именно все то, что до настоящего времени разрушает нашу страну. При этом законодательно предлагалось защищать права собственников, а не населения, переключать экономику с обслуживания внутреннего рынка на внешний. До сих пор во всех предприятиях гордятся, когда они говорят, мы вышли на внешний рынок. То есть работаем на зарубежных жителей, а не на собственных граждан. И сейчас вот психология такая людей, что они этим гордятся. Вот такая идеология уже была тогда внедрена. На этом фоне начались прямые диверсии против социалистической государственности. Но я здесь буду перечислять основные меры, их было значительно больше. Перечислю только остальные. Так Горбачев и Рыжков настояли на решении СЭФ, Совета экономической взаимопомощи, стран социалистического содружества, осуществлять торговлю между собой не в рублях, как было до этого, а в долларах. Это специально настояли на этом. Но так как у этих стран долларов не было, то в результате они пошли на поклон к Штатам и стали эти доллары получать только для того, чтобы они выполняли соответствующие указания. Вот это решение Горбачева и Рыжкова было. В 1989 году сверстали бюджет, из которого выпали доходы от алкоголя и табака, а они составляли до 30% государственного бюджета, формировали СССР. А их передали частным лицам. Просто так. Введен ряд разрушительных для советского государства мероприятий, таких как отмена монополии внешней торговли, свободная конвертация безналичных людей в наличные, плавающий курс иностранной валюты и других. В 1987 году был принят закон о государственном предприятии. Им было узаконено
обращаю внимание, ликвидация плановой системы. Это привело к разрыву хозяйственных связей, спаду производства и экономическому хаосу. Были сняты запреты на объемы производимой продукции, контроля за ценами и доходами работников предприятий, из-за чего доходы в 90-м году населения выросли на 60%, при том, что производство потребительских товаров увеличилось только на 19%. Сами понимаете, доходы на 60%, производство на 19%. Понятно, что тут же произойдет дефицит. Он был запланирован. При этом предприятиям стало нечем расплачиваться друг с другом. Появились денежные суррогаты, взаиморасчеты и неплатежи. Недостаток внутренних источников кредита стали компенсировать внешними займами, что привело к чрезвычайной уязвимости России в отношении финансовых спекуляций. Набирала ход гиперинфляция, уничтожившая все. Врачи, учителя, профессора, библиотеки и все, кто жил на казенную зарплату, уже не могли достойно содержать себя. Я думаю, что многие из вас это время помнят. Многолетние сбережения граждан были обесценены, а на счетах физических лиц в это время было около 300 миллиардов рублей. Гигантская по тем временам сумма. Все сбережения граждан были аннулированы. Иначе говоря, строилась неолиберальная модель экономики в самом примитивном виде, в котором благополучие страны и ее населения не предусматривались вовсе. Кроме того, было внедрено законодательство, закрепляющее зависимость страны от международных институтов, облегчен вывоз капитала и природных богатств. Были отменены ограничения по ценам, открыли границы для иностранных товаров, идеологии и денег. Произошла дезорганизация и разрушена кооперация, вызванная упразднением Совета экономической взаимопомощи, нарушение взаимодействия стран, республик и отдельных предприятий, ликвидированы стандарты качества продукции. То есть приоритетом государства стало повышение доходов частных лиц, а не здоровье и жизненные потребности населения. Провозглашена свобода СМИ, в то же время не наделенная собственными ресурсами и зависимая от сомнительных инвесторов. Все это продолжается до настоящего времени. Отсюда зарплаты стали выдаваться продукцией предприятий, сырьем и векселями. Я вспоминаю, в это время у меня был научный кооператив. Мы работали по заказу значит, Росэнергоатома и вели очень оригинальную научную программу по оценке остаточного ресурса атомных электростанций. Но перспективная же разработка была. И с нами стали рассчитываться векселями. У нас был достаточно мощный коллектив, привлекались порядка 50 очень сильных научных сотрудников. И мы, по сути дела, уже были близки к завершению, но с нами начали расплачиваться векселями. Результат: народ стал увольняться, работать уже было не на что. Вот. И естественно, что кооператив вынужден был погибнуть. Возникли торговые биржи, на которых происходил бартерный товарообмен. На одной из этих бирж я был. Вот громадная комната, на стенах висят всякого рода бумаги. Вот их мы называли макаронами с телефонами, где было написано: меняю железо, там 30 тонн железа, там проката на 20 тонн, понимаете, так сказать, горючего. Или, например, меняю вот такое-то количество кабеля на и так далее и тому подобное. Вот так была организована биржа. Набирала ход гипертрофированная инфляция, уничтожающая все работающее в стране. Появились всевозможные бандитские группировки, поделившие между собой всю страну. Происходили грабежи, убийства, насилие. Опять-таки, одной из причин гибели нашего кооператива заключалась в том, что мы для подпитки наших научных разработок решили организовать магазин. Вот. А на нас наехали бандиты. Я уже был фактически
фактически, ну, заказан. Вот. И меня спасли другие бандиты, как ни странно. Я вспоминаю слова руководителя этой бандитской шайки. Вот. Он так сказал: если мы, бандиты, не будем спасать вас, русских ученых, то кто же вас тогда спасет? Так что я через все это проходил лично. И они защитили. Врачи, учителя, профессора, библиотекари и все, кто жил на казенную зарплату, уже не могли достойно содержать себя. Все многолетние сбережения граждан были обесценены. В результате уже к концу января 1992 года на улицах появились старики и старушки, копающиеся в помойках в поисках еды, создавая таким образом существующий до настоящего времени миф о глобальной неэффективности социалистической модели хозяйствования. До настоящего времени в устах самых разных информированных или неинформированных граждан вот эта фраза все время звучит, потому что вспоминают вот эти вот развалы, промойки, отсутствие дефицита. И тем не менее на этом не ограничились. Наиболее активная фаза предательства страны и ее народа началась с транспорта. Хотя запасы продуктов и товаров народного потребления имелись, я цифры приводил, их перестали заводить в крупные промышленные центры. А те, что уже были подвезены, не разгружать из вагонов и кораблей. В результате только за 1989 год Министерство путей сообщения не предоставило в порты страны свыше 170 тысяч вагонов для их загрузки. В результате 71 тысяча тонн импортных грузов простаивало, так как не было вагонов. Новороссийский порт только в сентябре 1989 года недополучил от МПС 3200 вагонов. И тоже наблюдалось в Одесском, Таллинском, Рижском портах. В соответствии с созданных таким образом условиях не мог не возникнуть всеобщий товарный дефицит. Так газета «Правда» от 20 октября 1989 года опубликовала снимки железнодорожных товарных станций Москвы, которые были забиты вагонами с дефицитными товарами, медикаментами, сгущенным молоком, сахаром, кофе и другими продуктами, которых не было в торговой сети. В октябре 1989 года лишь в Ленинграде на путях простаивало 180 вагонов с мясом, поскольку, как объяснялось, в городе не оказалось необходимого количества холодильных мощностей и складских хозяев для их хранения. Чистое вранье. Потому что до этого были, а потом вдруг исчезли. Я бывал в это время на Самсоне, который был главным складом как раз вот продовольственных мясных запасов. Вот, они были полупустыми. Как заявил Юрий Лышков, тогдашний начпрод Москвы, мясо в Москву мы могли бы поставить значительно больше, до полного удовлетворения спроса, но фронт выгрузки рефрижераторов станций не позволяет, ибо не хватает подъездных путей, холодильник не успевают выгружать, всегда были, а тут вдруг исчезли. Естественно, что скопление многих тысяч вагонов с товарами и продовольствием, в том числе импортным, по всей стране автоматически притягивало к себе взоры торговой мафии, которая в тесном альянсе с чиновниками и уголовной мафией начала массовое разграбление этих товаров и заложила таким образом материальную основу для формирования новой капиталистической элиты. Кроме того, у МПС не было сил обеспечивать охрану и сохранность грузов в таких громадных объемах и на такой огромной территории. В результате количество преступлений на железных дорогах стало удваиваться почти ежемесячно. Характерно, что сразу после начала либеральной реформы эти товары хлынули в торговую сеть, но выступали уже как частные. Так, с 1 января 1992 года была объявлена шоковая терапия, а уже со 2 января полки магазинов были переполнены товарами. Это явилось базой для создания мифа, будто Гайдар докормил страну.
Но при этом цены на них росли лавинообразно и уже к концу года увеличились в 26 раз. Так осуществлялось целенаправленное раскручивание киберинфляции и разрушение всего государственного хозяйственного организма. В созданных таким образом условиях не мог не возникнуть всеобщий товарный дефицит. Вначале из розничной торговли исчезли мясная и молочная продукция, хлебные изделия. Потом не стало постельного белья, носков, сигарет, лезвий для брит, чая, стирального порошка, туалетного и хозяйственного мыла. Но это еще не все. Так, указом Бориса Ельцина от 1983 года номер 1400 из 28 табачных фабрик страны 26 были закрыты на ремонт в один день. Представляете? Из 28 фабрик 26 в один день закрыты на ремонт. И табачные изделия с полок магазинов исчезли. Понятно, как отреагировали на это курильщики. Председатель Совмина СССР Рыжков назвал это созидательным саботажем и вредительством ради окончательной дискредитации и ликвидации советской власти. И был прав. Таким образом, экономическая несостоятельность СССР являлась чистым блефом. Возникший дефицит товаров и полный развал экономики СССР были созданы искусственно. Все это проделала административная элита во главе с Михаилом Горбачевым, которая деградировала сверх всякой меры и сделала все для уничтожения собственной родины. Все это усугублялось сепаратизмом и национализмом, стимулируемым руководством страны и ее республик. Получила государственную поддержку, обратите внимание. Берите власти столько, сколько освоите. Фраза Бориса Ельцина в это время. В результате возникли межнациональные конфликты в Сургуте, Карабахе, Прибалтике, Грузии, Узбекистане, Молдавии, кровавые и жестокие. Кровь русских людей лилась рекой. Их грабили, изгоняли, насиловали, убивали. Но советскому правительству до этого дела не было. Не советскому, а существующими тогда правительством. Понятно, что после этого народ загудел. Создалась взрывоопасная ситуация всеобщего недовольства, которая привела в конечном итоге к полной дискредитации власти и всего советского общественного строя, к уничтожению страны и всей ее социалистической системы. При этом трудящиеся были избалованы социальными благами советского государства и полагали, что так будет всегда, поэтому не понимали, что переход к новому строю не может не сопровождаться ликвидацией не только отрицательных качеств, но и положительных. Вот здесь я еще хочу провести фразу Явлинского, одного из идеологов либерализма. Разумеется, можно было бы провести реформы с меньшими социальными потрясениями, но в те годы правительство даже не ставило перед собой такой задачи. Оно считало так: ничего с людьми не будет. Цель – построить капитализм и рынок. И эта цель оправдывала средства. Это Григорий Явлинский, один из идеологов шоковой терапии. Более того, сама программа реформы не предполагала механизма, предотвращающегося обеднения населения. Из книги Глазева, Карамурзы и Батчика. В результате уже к 1998 году среднедушевой доход населения составил всего 90% от прожиточного минимума. Представляете, к 1998 году среднедушевой доход населения составил 90% от прожиточного минимума. Как выразился Анатолий Чубайс, заместитель председателя правительства Евгения Гайдара: что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом, новые вырастут. И ему вторит Зигмунд Бжезинский, один из ведущих идеологов внешней политики США. Новый мировой порядок будет строиться против России, но и руин их России и за счет России.
Тем не менее, народ наш умный, поэтому на состоявшемся 17 марта 1991 года референдуме о будущем страны почти 78% населения проголосовало за сохранение Союза. Однако это ни на что не повлияло. И уже 8.12.1991 года трое демократов истинно, главы союзов трех республик, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, эти результаты проигнорировали и объявили о прекращении существования СССР. Вот так внедрялась демократия в нашу жизнь. На этом фоне, в соответствии с неолиберальными воззрениями радикалов рыночных, в декабре и январе 1992 года появились указы Ельцина о приватизации государственных и муниципальных предприятий. В результате разграблению подверглись наиболее доходные государственные активы, предприятия, природные ресурсы и все сбережения граждан. Так, в начале 1992 года основные фонды российской экономики оценивались примерно в 2 триллиона рублей. А рубль был значительно более мощным, чем доллар. Кроме того, во всех кредитных учреждениях страны на тот момент находилось на счетах предприятий около 600 миллиардов рублей, а на счетах физических лиц, как я уже говорил, около 300 миллиардов рублей. И это были далеко не нынешние рубли. Этих средств было достаточно для постепенного выкупа всего имущества страны. Тем не менее, в ход была запущена ваучерная приватизация, обездолившая всех. Как отмечал Поливанов, заменивший Чубайса на посту руководителя госимущества, концепции и весь сценарий приватизационной аферы разработали набившие руку специалисты в американском консульстве фирмы Делоп, консульской фирмы. Как писал депутат Европарламента Джулио Кьеза, вы знаете, как американцы организовывали в России приватизацию? Указы были написаны, речь идет об указах Бориса Ельцина, в Гарварде и направлялись по факсу на русском языке правительству Гайдара. И еще цитата. Именно иностранные консультанты и явились идеологами ускоренной приватизации, продавать как можно быстрее и больше госсобственности и продавать в первую очередь лучшие предприятия. Из доклада Питера Радвея, профессора университета Джона Вашингтона. Характерно, что когда приватизация была в других странах, то приватизировали убыточные предприятия, а у нас самые доходные. В результате все эти средства оказались разграбленными. Была организована продажа золота за быстро обесценивая рубли, в связи с чем золотой запас страны уменьшился с 2500 до 200 тонн, то есть в 10 с лишним раз. Одновременно была узаконена передача в залог акций, находящихся в федеральной собственности, коммерческим структурам. Представляете, как прекрасно работали профессионалы. Вследствие этого 262 крупнейших российских предприятия, вся элита оборонной промышленности были переданы в частные руки. В результате некоторые отечественные и иностранные инвесторы буквально за гроши изымали у народа ведущие гиганты советской индустрии. Так, Уралмаш с 34 тысячами работающими был продан всего за 3,72 миллиона долларов. За 3 с небольшим миллиона долларов. Челябинский металлургический завод с 35 тысячами работающих тоже за такую же сумму. Кировский механический завод продан за 2,7 миллиона. Знаменитый ЗИЛ был приватизирован всего за 130 миллионов, из которых страна получила только 13 миллионов. В то время как аналогичный бразильский автогигант был продан правительством Бразилии за 13 миллиардов. Для сравнения, средняя пекарня в Европе стоила около 2 миллионов долларов. То есть их продавали по средней пекарне. Я вспоминаю цитату Чубайса, который говорил: мы готовы отдать все,
кому угодно, берите, берите. Даже мы будем доплачивать за то, что вы брали предприятие. Наша главная задача – это уничтожить основу коммунизма. То есть они знали, что творят. Итог такой терапии оказался крайне предсказуем, вполне предсказуемым. Страна потеряла свою экономическую и политическую самостоятельность, превратилась в оазис для всех нечистых на руку. В самом деле, цитата, «приватизация 90-х годов является самой крупной в истории человечества акцией по экспроприации. Это была военная операция, целью которой было демонтаж политической системы СССР. Сергей Григорьевич Кара-Мурза, был я с ним знаком. И ожидать, будто такое разграбление веками создаваемых народом ценностей способствует повышению его благосостояния и демократизации общества, а не всеобщего обнищания и криминализации, крайне наивно. Понятно, что такая цель реформаторами даже не ставилась. Таким образом, приватизация явилась главной и далеко не бескорыстной целью реформаторов. И это явилось единственным прямым достижением проводимых по России реформ. То есть произошло именно то, чем веками занимаются преступники всех веков и народов, то есть присвоением чужой собственности. Следует ли в этих условиях удивляться всплеску криминальности, всеобщему хаосу, воцарившемуся после этого? Зато для наиболее, цитата, для наиболее активных и необремененных особыми моральными принципами части общества открылись невероятные возможности быстрого обогащения. Сергей Глазьев. Естественно, поэтому, что в стране возникло сопротивление курсу правительства, противостояние законодательной и исполнительной власти. Оно велось в первую очередь законными способами, через представительные органы власти. В этой связи 10 апреля 1992 года 6-й съезд народных депутатов 647 голосами против 96 принял постановление об отрицательной оценке деятельности правительства Гайдара. Однако президент Борис Ельцин это проигнорировал. Активная фаза противостояния Верховного Совета и президента началась после того, как Борис Ельцин 21 сентября 1992 года издал указ номер 1400 о распуске всенародно избранного съезда народных депутатов и Верховного Совета. Однако по существовавшей тогда Конституции 1978 года полномочия распускать Верховный Совет и съезд у президента не было. А поэтому Конституционным судом этот указ был признан незаконным. Тем не менее, Верховный Совет был расстрелян и произошел вооруженный государственный переворот с громадными человеческими жертвами. По разным оценкам, в это время погибло от 1,5 до 2 тысяч человек. В результате 21 сентября по 5 октября случились трагические события новейшей российской истории. Двухнедельное противостояние, завершившееся массовым расстрелом находящегося в здании Верховного Совета 3-5 октября у телецентра в Останке и в самом Белом доме. Это привело к многочисленным жертвам среди защитников Конституции любопытных прохожих. То есть это была ординарная акция устрашения всех несогласных с политикой развала страны, руководимой Борисом Ельциным. И таким образом система государственных органов, оставшаяся со времен СССР, была ликвидирована насильственными методами. Верховный Совет и съезд народных депутатов перестали существовать. Произошел антиконституционный вооруженный государственный переворот, результаты которого в последующем были узаконены, по сути дела, существующей ныне Конституции Российской Федерации, принятой в декабре 1993 года и наделявшей президента громадными полномочиями. После случившегося переворота уже никаких ограничений и противовесов в стране для президента и его окружения больше не существовало.
Поэтому в 1995 году на основании указов президента Ельцина была осуществлена грандиозная афера, получившая наименование «залоговые аукционы». В чем заключалась суть? Значит, правительство Российской Федерации передало часть своих активов 7 банкам на хранение. Вот. После этого, когда потребовались деньги, правительство эти деньги получило обратно, но под залог от наиболее доходных предприятий советского, существовавшего еще в то время, под залог. Вовремя этот залог правительство не выкупило, и так в одночасье появились наши олигархи. Представляете, это чисто жульническая операция, когда абсолютно бесплатно за государственные деньги основные предприятия, в том числе Норникель, всякого рода нефть, и так появились вот наши олигархи, чисто путем жульнической операции. Это признается, кстати, всеми, что операция была чисто жульническая. С другой стороны, представим себе, что если бы, например, эти предприятия не были бы переданы олигархам, я думаю, что, может быть, даже было бы еще хуже, потому что в это время крупные предприятия делились на мелкие, вот, и уничтожались, по сути дела, на корню. Вот. А здесь все-таки удалось эти предприятия сохранить, все-таки они как-то начали работать, и они продолжают в настоящее время работать. Так что иногда бывает от зла некоторые все-таки капельки добра получаются. Так вот, согласно этой формуле, я еще раз повторю, Минфин РСФСР, Российской Федерации свои свободные средства разместил на счетах коммерческих банков. Затем, по мере проведения подстроенных аукционов, эти средства были возвращены правительству России, но уже как коммерческий кредит частных банков под залог федеральной собственности в форме акций наиболее рентабельных предприятий страны. Это ЮКОС, Лукойл, Сургутнефтегаз, Норильский никель, Сибнефть и другие. То есть коммерческие банки фактически кредитовали правительство России под залог акций федеральной собственности за его же деньги. Через установленное время правительство должно было возвратить кредиты, а в случаях невозврата государственный пакет акций переходили в личную собственность акционеров банка. В означенное время кредиты не были возвращены, в результате чего многомиллиардная федеральная собственность фактически бесплатно перешла в руки частных лиц. Даже Запад не одобрил такое преобразование России. Можно предположить, что выбор в пользу реформаторов-радикалов был сделан российским правительством из-за его неосведомленности о существовании альтернативных программ проведения преобразований, их наивности или неграмотности. На самом деле это не так. Этому противоречит ряд коллективных обращений к правительствам СССР и Российской Федерации известных западных и российских ученых-экономистов. В России такие планы разрабатывались академиками РАН Абалкиным, Арбатовым, Богомоловым, Ивантером, Львовым, Макаровым, Никипеловым, Петраковым, Сетаряном и другими. В них анализировались требуемые для усовершенствования экономики мероприятия и возможные их последствия. Отмечались болевые точки и способы их оздоровления. Исключался массовый обвал производства и существенное падение жизненного уровня населения. Просчитывались пути последующего роста всех экономических показателей. Бесполезно. Они были одобрены, потому что не та была цель. Ряд российских и американских ученых в 1994 году создали совместную группу экономических преобразований. В заявлении о намерениях, подписанном 39 учеными, включая 5 нобелевских лауреатов, предлагалось противодействовать крайним подходам в экономике,
наиболее радикальным вариантом которых признавалась шоковая терапия. И оно было проигнорировано. В преддверии президентских выборов 1996 года было направлено открытое обращение «Новая экономическая политика для России». Оно было подписано 5 российскими экономистами и 7 ведущими экономистами США. Среди них нобелевские лауреаты Эрроу, Клейн, Леонтьев, Соловьев и Джон Тойбин. Они призывали усилить государственные институты в процессе российских экономических преобразований. Заявляли, что в экономике России правительство должно управлять всеми процессами так же, как в США, Германии или в Швеции. По их словам, цитата, «правительственная власть должна играть главную координирующую роль в формировании общественных и частных институтов, необходимых для функционирования рыночной экономики». Авторы обращения утверждали, что это предполагает правительственную политику реструктурирования и внедрения институтов рынка, всех таких как поддержка валюты, правовая система, гарантирующая исполнение законов и регулирующая деятельность частных предприятий, а также упрощенную систему налогообложения. Предлагали внешнеторговый курс валюты устанавливать не биржевыми торгами, а с помощью паритета ППС, паритета покупательной способности денег. Писали, что многие из современных экономических затруднений России, цитата, прямо или косвенно обусловлены тем фактором, что правительство не взяло на себя должную роль в рыночной экономике. И это обращение оказалось невостребованным. Поэтому еще раз одну цитату известного экономиста, лауреата Нобелевской премии Джона Миллара. Большинство западных экономистов, специализировавшихся на изучении советской экономики, склонны поддерживать российских критиков шоковой терапии. В специальном докладе группы Адженда, подготовленном в 1992 году, выражалась озабоченность ученой общественности Запада по поводу тех недостатков, которые страдают от текущего преобразования в России. И таких обращений было множество. При этом иллюзии о благих намерениях Запада в отношении России ведущие экономисты мира не питали никогда. Он стремился не к демократии и процветанию, а к стремлению избавиться от опасного конкурента. Стоит ли говорить, что описанные изъяны российской экономики сохраняют свою актуальность до наших дней, поскольку финансово-экономическим блоком правительства по-прежнему рулят наследники Гайдара, а также те, которые сказочно обогатились благодаря ему и его команде, и которых все случившееся вполне устраивает. С другой стороны, деградация проявляется не только в хозяйственной, но и в культурной, научной, образовательной и нравственной сферах. В самом деле, великие дела рождаются только великой идеей, а всеобщее стремление к алчности, к наживе, к личному благополучию и уничтожению собственной родины не относится к таковым. И результат этой деятельности вполне очевиден. И здесь я хочу принести прекрасную фразу Максима Горького. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Спасибо за внимание. Готов отвечать на вопросы. Владимир Емельянович, Людмила Борисовна Изместьева. Да. У меня такой к вам вопрос. Очень сложный, конечно. Как вы видите современное государственное устройство, которое мы должны вообще строить, и роль партии в его становлении? Значит, я на этот вопрос буду отвечать следующие 5 лекций. Понятно. Благодарю. Потому что вопрос слишком сложный, чтобы можно было ему на него ответить одной фразой. Да, это правда. Еще какие вопросы, друзья? Владимир Емельянович, это Фаруза Васимовна. Да.
Роза Васильевна. Вот, как мне известно из открытых источников, в СССР было 800 тысяч чиновников, а Российской Федерации, их 2 миллиона. Их так расплодили, и они, большинство, 80% это профнегодные. Как будет замена, насколько это будет длиться? Пока мы не заменим их, у нас продвижения вперед никогда не будет. Правильно это, нет? Да, полностью согласен с вами. Вот как раз о том, что каково нынешнее состояние России. Потому что то, о чем я сегодня писал, это читал, это каким был Советский Союз, каким образом его разрушали. А вот на следующей лекции я буду говорить о том, каково нынешнее состояние нашей страны. То есть, иначе говоря, мы будем еще проанализируем, в каком состоянии нам сейчас досталась страна, которую нам с вами предстоит реформировать. Мы должны тщательно просмотреть то состояние, которое вот сейчас находится, те проблемы, которые у нас самые яркие. Какой еще вопрос, друзья? Владимир Емельянович, у меня еще вопрос. Да. Значит, я хочу коснуться темы разработки межотраслевых балансов, которые начались в начале 70-х годов. И я хочу сверить, как говорится, компас с вами. Вот у меня убеждение такое, что эти межотраслевые балансы настолько четко отразили, ну, по сравнению вообще со всей, так сказать, историей СССР, громадное развитие нашей экономики, вот, и распределение, значит, доходов, которое позволило поднять жизненный уровень людей, и прекрасное образование, прекрасная медицина, все. Вот я считаю, что вот эти сведения, так сказать, были, конечно, научными и могли послужить нам, но в принципе они были целенаправленно использованы именно для разрушения, потому что настолько яркая картина была развития СССР, и это очень испугало Запад. Людмила Борисовна, значит, по поводу межотраслевых балансов. Я читал лекцию, прошлая лекция была о сталинском социализме. Я хочу сказать, что они были разработаны не в 70-е годы, вот, а в 30-е годы. Вот. Да, поэтому значительно раньше я приводил автора этих разработок. Вот. По поводу вашей оценки важности этих межотраслевых балансов для советской экономики полностью с вами согласен. Вот. С другой стороны, значит, в той форме, в которой они существовали, сейчас их реализовать невозможно, потому что тогда была вся государственная собственность, ею можно было управлять и планировать. В настоящее время почти вся собственность частная. И поэтому пока у нас этой собственностью владеют частники, так сказать, их нельзя использовать. С другой стороны, мы отлично понимаем, что любая смена частной собственности – это не что иное, как гражданская война с ее кровью, со всем этим, что нам требуется избежать. Поэтому проблему надо нам решать более филигранно, чтобы не привести страну к срыву, чтобы не было у нас крови человеческих жертв. Поэтому вот это, об этой проблеме как раз я вам буду читать на следующих лекциях. Как можно решить эту проблему наиболее простым, быстрым и незатратным образом.